Извините, сразу. Да, точно, да, пожалуйста. Это не моя инициатива. Значит, таким образом. Итак, дорогие друзья, коллеги, мы с вами встречаемся в очередной раз в этом уютном храме знаний, который называется Национальная библиотека Чувашской Республики. И у нас сегодня прекрасный повод. У нас замечательные гости. Александр Петрович Афанасьев, автор той книги, которую мы сегодня будем обсуждать. Но, конечно, мы будем обсуждать не только те материалы, которые в этой книге собраны, но и многие другие вопросы, которые нас волнуют, беспокоят, и на которые Александр Петрович представит свое мнение. Лев Михайлович Анисов, наш добрый и тоже уже старинный, так сказать, друг и товарищ, который не забывает нашу республику, которая является и его тоже родиной, бывает здесь, знакомит нас со своими новыми работами, и мы всегда очень рады видеть его здесь и тоже поговорить с ним о насущных вопросах, которые насыщена наша современная жизнь. Олег Константинович Степанов, тоже наш добрый друг и, можно сказать, покровитель, без которого приезд гостей и их пребывание здесь практически невозможно. И эта книга. Невозможно было бы выиграть без его. Ну, это вы сами скажете уже, да, Александр Петрович. Ну, я похож. Да. Ну и ваш покорный слуга Карпов Алексей Петрович, руководитель школы, которая здесь действует при Национальной библиотеке, и в рамках которой мы всегда проводим эти мероприятия. Мы рады здесь вас приветствовать. Но прежде чем предоставить слово Александру Петровичу, я думаю, что правильно будет, если мы почтим минутой молчания жертв того теракта, который совершился в Санкт-Петербурге. Прошу. Садитесь. То есть это трагическое событие еще раз напомнило нам, что мы в этом мире не одни, и у нас не только друзья, а очень много и других, тех, которые не хотят, чтобы мы с вами жили мирно, спокойно, чтобы обустраивали свою жизнь. И такова, видимо, судьба России. Но об этом подробнее, как вы сейчас скажете? Наверное, да. Сейчас мы Льву Михайловичу Анисову дадим слово. Коротенькое для представления уже непосредственно этой работы. И вообще, пожалуйста. Я скажу следующее. Как-то в Англии случилось следующее. Несколько энергичных молодых людей основали газету. Вроде все сделали для распространения газеты, а газета не шла. Газета не шла, пока одному из издателей ее самому или с подсказки не прошла мысль пригласить в эту газету аналитика. И когда появились первые аналитические статьи в этой газете, она, естественно, сразу заявила о себе с новой стороны. И круг читателей заметно оживился. Окончилось дело тем, что на эту газету обратили внимание экономисты, политики, философы. И она, извините, просто я сейчас с давности времени не помню, как она называется, но она выходит по сию пору. Она стала одной из центральных газет, которые в какой-то степени помогают государственным чиновникам более-менее верно оценивать ситуацию, разбор, который сделан к той или иной статье. Мне кажется, работа аналитика сейчас, в настоящее время, она настолько востребована
что без аналитики, в принципе, без возможности увидеть исток, исход и то, к чему, как говорится, ведут эти события, просто немыслимо представить себе эту нашу жизнь. И чем глубже аналитик, тем точнее и вернее отмечает он то, что проходит мимо глаза, скажем так, мирского человека. Вот я вам хочу сказать следующее. Просто не буду говорить пока о книге, я просто вот хочу сказать. Ехали мы с Александром Петровичем сюда вдвоем, слава богу, в купе больше никого не было. И незаметно, значит, почти далеко за полночь разговор наш пошел, пока нам не стали стучать в стенку, потому что мы больно оживленно обсуждали тему. Обсуждали мы какую тему? А что за явление Трампа и что за этим стоит? Кто стоит за Трампом? Что может случиться, так сказать, в его управлении? Какие взаимоотношения могут возникнуть между Россией и Соединенными Штатами? Ну, много, как говорится, вещей обсудили. И я ему очень благодарен, Александру Петровичу, что с его дипломатическими знаниями и умнейшим подходом к этим вещам очень многое, как говорится, немножко скорректировалось, не то что немножко, а немножко скорректировалось в моем представлении. И я думаю, тот читатель, который возьмет в руки эту книгу, он наверняка скорректирует свое отношение к тем или иным живым явлениям, свидетелями которых мы являемся в настоящее время. Чего бы это ни казалось, Ходорковский или вот этот Навальный, или нынешняя ситуация, там, скажем, в Сирии, либо наши домашние дела. И везде вы почувствуете, что чуть-чуть, вот совсем немножко вы не додумали, а за вас сделал вот этот человек. Вот в сжатом виде, чтобы я хотел сказать, а уж так, о содержании книги, я думаю, расскажет сам Александр Петрович, вот наш дорогой ведущий. Спасибо. Так, ну что ж, я передаю слово Александру Петровичу. Александр Петрович, пожалуйста. Ну, давайте так, мы сразу, наверное, определимся, вот будем работать в обычном режиме, то есть сейчас в течение 15 минут Александр Петрович коротко набросает основные вопросы и проблемы, с которыми он хотел бы с нами поделиться и обсудить их. А дальше переходим в режим дискуссии, в режим вопросов, ответов, реплик с места. То есть я призываю вас быть свободными в своих вопросах и в своих суждениях. Здесь мы ради этого и собираемся. Собираемся для того, чтобы в таком дискурсе, как говорят ученые, родились какие-то новые у нас представления, знания о том, что происходит в нашей стране, о том, что происходит в мире в целом. Не случайно у Александра Петровича книжка так и называется «Россия и мир». Россия и мир – это неразрывные две сущности, в которых мы с вами, две реальности, в которых мы с вами существуем. Александр Петрович, пожалуйста. Спасибо. Дорогие друзья, мне приятно быть с вами, общаться с вами. Я вижу умные, интересные лица. Я чувствую, что вы интеллектуальная элита города, может быть, и республики. И я чувствую меру ответственности в выступлении перед вами. Спасибо хотел бы выразить приглашающей стороне. Алексей Петрович, вам спасибо. Мы второй раз с вами встречаемся, и второй раз я испытываю чувство благодарности и дружественности. Я благодарен, очень благодарен Олегу Константиновичу. Действительно, без его участия не вышла была эта книга. И вообще, мы беседуем, 3 дня я здесь с Львом Михайловичем. Эти 3 дня насыщены и встречами, с одной стороны, и нашим продолжающимся общением. И Экзюпери говорил роскошь человеческого общения. Вообще, общение людей друг с другом ничто не заменит, непосредственное общение. И это живое общение, мы с вами, люди времени, люди
обменивающиеся мнениями в этом времени. И люди, собственно говоря, которые непосредственно и движут это время. Дело в том, что политики, они руководят нами, у них свои цели какие-то. Вот, а я историк, и я, когда выступал вчера по фальсификации истории, история такая вещь, вот если объективно на нее взглянуть, что ей, извините за выражение, чихать на наше мнение, чихать на наши исследования. Она движется и движется. Что касалось бы, не должно быть, вот что-то парадоксальное, а она движется. Вот. И мы с ней, сегодня мы еще на нее каким-то образом можем повлиять, а вчерашний день мы его уже упустили. Вот. А чем дальше и больше, так сказать, от нас идет, и следов не остается. Поэтому мы творцы сейчас и самой истории, и времени. Время через нас реализуется, через человека. Значит, когда я ушел в отставку, вот, я сначала ушел в отставку из МИДа, вот, это был 97 год, я с 37 года, вот, можете посчитать, было 60 лет мне, вот, по возрасту я ушел в отставку, сегодня мне в этом году исполняется 80, вот. Но ушел я в отставку, надо сказать, что меня к чести вот, моей удерживали. Вот. Но я уже созрел для того, чтобы к творчеству. Вот. И первая моя книга вышла, вот такая толстая, трудная у нее судьба у самой книги, но она называлась «Мудрость или нравственная философия здравого смысла». И мне казалось, вот все рухнуло, 97 год. Вот, это как после того развала Римской империи. Существовала Римская империя, и у всех было впечатление, что она будет существовать вечно. И вдруг все лопнуло. И мир вот, потерял смысл своего существования. И когда лопнул Советский Союз, вот, мы снова ощутились, как после Рима, распад такой был, что многие, извините за выражение, кончали самоубийством не потому, что вот там теряли должности и все, они теряли смысл дальнейшего своего существования. Это было. И мне захотелось вот в первой книге тогда посмотреть, вот, а как же идет, вот, шла и идет наша история, и какое место России в этой истории. И я сознательно в первой книге на Россию взирал отстраненно, вот с тем, чтобы не быть обвиненным в пристрастности, что я перелопачиваю все на себя. Были читатели в этой книге, и почитатели, и один из них, пишущий человек, участник войны, сказал: Александр Петрович, ну вот вы написали интересную книгу, читать ее интересно. Но там так мало о России, вот. Нет ли у вас чувства, так сказать, долга перед Россией? И я ушел во второй раз в отставку, уже будучи начальником информационно-аналитического отдела Московского дома соотечественника. Это такая структура с международным уклоном правительства Москвы при международном департаменте. Там я аналитические материалы готовил там для правительства Москвы. Вот. И меня тоже опять не отпускали. Вот. Но я к этому времени набрал материалы, вот, и книга «Смысл и предназначение России». И мы вот в прошлый раз, когда были, это вот книга «Смысл и предназначение России», вот там я уже, извините за выражение, по России оттянулся полностью. Вот, там она состоит из 3 частей, и все 3 части говорящие. Первая – русская Россия. Затем российская Русь, и, наконец, предназначение России. Кончилась вот эту вот книгу, я написал, она вышла, издана, вроде бы второй этап, вот. И мне захотелось вот от такого, так сказать, далекого общения с людьми, вот через книгу, неизвестно, как она пройдет, неизвестно, как будет восприниматься, захотелось живого общения. В
принципе, мне такого живого общения хотелось еще сразу в МИДе, когда я был ученым секретарем МГИМО, и мне захотелось попробовать себя в журналистике. Вот. Я подготовил наброски ряда статей, и первая статья была, называлась «Судьба России и наша сопричастность». Вот. И тогда при «Известиях» было приложение «Неделя», и они предполагали приложение «Жизнь». Да. Вот сейчас выходит «Жизнь», она совсем другую историю имеет. А это хотели газеты «Известия», вот приложение «Жизнь», вот, и хотели моей вот этой вот статьей, вот судьба России и наша сопричастность, открыть вот этот вот номер. Но там не заладилось вот что-то такое, идея проекта пропала моя статья, и я счел, что Господь, наверное, счел, что, наверное, у меня сейчас не тот этап, вот не та форма общения, значит, я пока не готов для журналистики. А потом, после написания книги, октябрь 2013 года, здесь создалось вслед за образованием общественного телевидения Российской Федерации, вот, такие инициативные люди появились и в Москве, и решено было создать общественное телевидение Москвы, общественное ОМТ, общественное московское телевидение. Человек Кузнецов пробивной, он до этого возглавлял журнал, был главным редактором, журнал с американской точки зрения, Вашингтон, русский Вашингтон. Значит, он начинал где-то в Соединенных Штатах Америки. Но учитывая, что человек вот такой, я понял, вот, инициативный, и в любом деле, получится или не получится дело, зависит не от того, какой интересный человек или неинтересный человек, а успешный человек, верящий в себя человек, начинает это делать. Или человек надеется на то, что дело вознесет его, вот, его личность, его, так сказать. Вот Кузнецов из тех, которые успешные делают. Он организовал, и вот с этого времени у меня вышло где-то 60 с лишним статей опубликовано. Статьи эти я выбираю сам, вот. Все названия мучительно, иногда где-то набросок названия происходит, но я дурной автор, вот, я не работаю на том достигнутом, так сказать, набитая рука или что-то такое. Вот. У меня каждая статья, вот, основные мысли приходят в ночное время, где-то между 3 и 5 часами ночи, вот, неизвестно, то ли из тебя самого мысли идут, или откуда-то они на тебя в ночном, так сказать, эфире перетекают. Даже если были предыдущие какие-то наброски, вроде бы логично шло, и все. И вдруг, когда вот в этом ракурсе все меняется по-другому, другое видение, вот, и начинаешь, выбрасываешь иногда все то, что написал, начинаешь с нуля, но уже зная, что ты пишешь так, как надо. Вот, что ты нашел тон, нашлась интонация, и нашлась отправная где-то вот точка. Вот. И в этих статьях, в чем их и польза, может быть, и для наших руководящих товарищей, вот, есть, конечно, у каждый автор пишет для кого-то. Трудно найти авторов, которые пишут для себя. И если пишет автор для себя, то он чаще всего пытается избавиться от каких-то своих внутренних фобий, выплеснуть их наружу, эти фобии из себя, и тем самым, так сказать, найти какое-то умиротворение в душе. Это он пишет для себя. Вот. Но так мы пишем для других, но и, естественно, публицист пишет для первого лица. Для первого лица. С надеждой, будет, не будет, но хотя бы когда-то донесут до него мнение. Такая неблагодарная миссия ограничивает Александра Петровича. Ну, что сделать, Александр Петрович? Без обид, но приходится, да, есть некоторые лимиты времени. Я в армии служил. Отлично, я тоже. Так что мы найдем общий язык. Так,
Трамп с Львом Михайловичем мы сегодня бдили ночью в поезде. На утро сегодня мы услышали, что президент США Трамп отдал приказ бомбить аэродром в Сирии, на что наш президент ответил, что это акт агрессии против суверенного государства. Что скажете, Александр Петрович? Ну, в принципе, война. То есть? Ну, то есть. Война между кем? Между нами и Соединенными Штатами Америки. Если вы говорите, что президент отдал такой приказ. Да. Но у нас был уже, так сказать, грань войны. Это когда сбит был российский самолет, штурмовик, вот, сбит Турцией. Вот, и мы были на грани войны с Турцией, потому что Путин назвал это тогда ударом в спину. Вот. А удар в спину от государства воспринимается очень и очень не просто болезненно, а должен быть какой-то ответ. Кстати, я прерву вас. Да. Значит, Турция заявила о том, что она поддерживает Соединенные Штаты Америки. Ну, естественно. Вот. Значит, тогда не сразу, постепенно была работа с турецким руководством, и было дожимание турецкого руководства. Сначала, так сказать, Эрдоган заявил, что чуть ли не по его приказу это был сбит, и что это турецкая сторона имела полное право на сбивание. Вот. Затем тон начал смягчаться, потом ответственность за сбитый самолет взял на себя премьер-министр, вот. И этого премьер-министра уже нет. Вот. И в конце концов все это было спущено на тормозах. Вот. Но прецедент был серьезный, по которому, если бы Россия пожелала, так сказать, перевести на военные рельсы, повод был самый настоящий. Я сейчас только слышу вот от наших хозяев принимающих, мне нужно посмотреть все материалы. Извините, эту косточку мы обгрызаем со всех сторон, как собака Масол. Вот нужно ничего не упустить. Там могут быть масса нюансов каких-то. Тем более, что могли отдавать приказ, так сказать, от имени Трампа. Нет, он сам говорит. Нет, я понимаю. Вот. Он может спасать чье-то лицо и так далее. Значит, этот вопрос, вот непосредственно, так сказать, вот сейчас атака на Сирию, кто погибший, как и что, обе стороны, сейчас начнут дипломатические переговоры с подключением военной оценки, и начнется анализ уже не столько анализ ситуации, а анализ того, стоит или не стоит начинать военные действия. Если не стоит начинать военные действия, как при этом сохранить лицо страны, достоинство российского государства, потому что мы подняли, и тот же Владимир Владимирович Путин достоинство российского государства поднял так высоко, что вот такие вот моменты не могут пройти. А что означает для нас, для нашего внутреннего положения вот эти действия? Вы сказали война, но как-то я так посмотрел на женскую аудиторию, они все так вздрогнули сразу. Потому что, конечно, мы не хотим войны. Нет, это повод для войны. Парабеллум. Вот готовьтесь к войне. Это римская формула, так сказать. Оно, даже пистолет парабеллум, вот тоже это военное, это все. Готовьтесь к войне, это предупредить. Но в принципе... Значит, во внутренней политике должны произойти какие-то изменения в российской? Я еще раз говорю. Если готовьтесь. Не будем, Алексей Петрович, торопить события, и мы сейчас вторгаемся в сферу не нашего с вами вот круглого стола, а в сферу обсуждения у Путина, вот, а мы не у Путина. Да, поэтому мы сейчас можем только, извините, сотрясать воздух, вот, а давайте все-таки размышлять. Давайте размышлять. И в этой связи я хотел поразмышлять, так сказать, вот, о Трампе. По
подтекст вашего вопроса, вот, это не так просто. Приход Трампа вроде бы мы благословляли. Более того, обвиняют Россию в том, что Россия приложила такие титанические усилия с тем, чтобы Трамп победил. Россию обвиняет до сих пор. Обвиняет в победе Трампа. Но Трамп как... Вопрос. Вы пишете о барстве российской элиты. О чем? Барство, от слова барин, барство. У вас есть барство российской элиты. В этой связи возникает вопрос, готова ли она к такому повороту дел, что надо готовиться? Нам готовиться. Наша элита. Элита наша всегда в России была, есть и будет очень неоднородная, потому что и Россия у нас, и государство, и явление очень и очень сложное, противоречивое и даже во многом парадоксальное. Но большинство нашей элиты, к сожалению, находится на либеральных прозападных позициях. В этой атмосфере либеральная элита сейчас начнет вой о том, что нельзя допустить войны, вот, надо переходить на мир, то есть надо ползти, надо уступить, надо ползти. Вот. И они будут, и как американцы, и наша либеральная элита будут удовлетворены только тогда, когда мы вернемся ко временам Ельцина, когда мы снизу вверх, лежа на спине, так сказать, и по нам ходили американские советники и все, и решили и Конституцию Российской Федерации и прочее. Вот. Мы снова вернемся к тем временам, когда этой либеральной элите было вольготно в мире, у нее не было ни санкций, ни никаких препятствий. Она чувствовала себя частью мировой элиты. Она давно у нас уже компрадорская элита. Вот либеральная элита – это компрадорская элита старшему поколению. Либеральная элита – это та элита, которая руководит страной? Либеральная, но в принципе элита считается, это, дословный перевод, избранные. Раньше это была знать, вот, при царе, так сказать, Николае и раньше. Вот сейчас это назвали, это западный термин. Предполагается, что в демократических обществах руководят не личности, не цари, никто, так сказать, а руководят такие прослойки, властные элиты. Вот. Конкретно отвечаю, вы говорите о политической элите. Политическая элита у нас тоже расколота. Путин одновременно берет на себя, так сказать, главенство патриотической элиты, вот, и расставляет, возьмите приход на руководство Министерства образования Васильевой. Васильева пришла и сразу заявила, это ставленник Путина непосредственно, заявила о патриотических настроениях, заявила о воспитании. Впервые, так сказать, в либеральное время у нас заговорили о том, что образование должно подкрепляться воспитанием. Мы про воспитание уже забыли полностью. И заявила о том, что и об определенной роли Русской Православной Церкви, так сказать, в воспитании детей. Во всяком случае, какое-то участие. Есть вторая часть. Вот. Она даже в лицах у нас. Вот Медведев никому не секрет, что он, и будучи президентом, когда 4 года ему уступлено был пост президента Путиным, так сказать, он заявлял себя с либеральных позиций. И он, как либеральный президент, кстати, так сказать, по военным действиям, ведь именно при президенте Медведеве военные действия против Ливии были совершены. Вот. Поэтому элита наша расколота, и элита наша должна будет в этой ситуации определяться. И руководство страны, и президент будет определяться, на кого делать ставку. Но я думаю, что в этих условиях, если заговорят, все ближе будут говорить пушки, то голос наших силовиков,
закончить наш диалог с Александром Петровичем. Что касается Что касается этой темы, и что вы ждете от предстоящих выборов? Это первый вопрос и подвопрос. В одной из публикаций здесь, в этой книге, вы пишете о том, что столетие революции 17 года, осенней, Октябрьской революции, чревато в России новым Майданом. Пожалуйста, поясните. Она не новым Майданом, у меня вы немного исказили. Сейчас я это найду. Нет, не Майданом, а там я главную мысль в русской революции отставил в том плане, что революция, которая начата была в 1917 году, большевистская, в 17-м и февральская, она сегодня у нас не закончилась. Потому что главные цели, которые ставились в этих революциях, ради чего поднимали народ, ради чего были жертвы и в самой революции, и в гражданской войне, а потом в Великой Отечественной войне, это цели справедливость, достоинство страны, справедливость и демократизм, подлинный демократизм, они не достигнуты. Поэтому, на мой взгляд, она лишь затухает, ее, так сказать, подлакировали этим либеральным лаком, так сказать, призвали нас к толерантности, Боже избави что-то высказывать гневное. У нас на телевидении сейчас, вы заметили или нет, на каждом канале идет обсуждение политических событий. Но вы хотя бы на одном канале увидели такое стремление, чтобы ведущий, который, так сказать, затевает обсуждение, темы бросает и так далее, чтобы он призвал людей и сам... Нет, меня туда надо. Да. И сам сделал заключение. С чем же мы, к какому выводу мы сегодня пришли? Ни на одном канале. Это пустая болтовня. Сделать вид, что обсуждается, и заговорить все больные вопросы. Утопить в словах. Потому что сразу сталкиваются у нас... Я так хорошо помню. Нет, надо, чтобы... Так, ваше отношение к Навальному опять у нас сейчас на политическую арену выходит, да? На нем не перестают говорить. Ваше отношение к нему какое? В принципе, статья называется так. Проект Навальный. Точка. Кому в России вновь понадобился Гришка Отрепьев? Я посмотрел, программы у Навального абсолютно никакой нет. Если возьмете Пушкина, так сказать, и Гришка Отрепьев, его раздумья в монастыре, хочу в Москву, хочу во власть. И тогда, так сказать, я приду и для народа сделаю все. Наобещать, во-первых, ты мальчишка, ты ничего не знаешь, ты не знаешь, как править, что это такое, кто тебе даст, развернуть и все прочее. Тем более, что он ввел в Москву порядок, Гришка Отрепьев. Навальный ведет в Москву, за ним стоит. Он и появился как блогер, и у меня в этой статье, так сказать, выпускник, но в этой статье одного нет. Он выпускник Университета Дружбы Народов. Он создавался в год, когда я поступал в Московский университет на исторический факультет. 1960 год. И я даже входил в число 5 человек, которые удерживали для ИСТФАКа МГУ с тем, чтобы направить на укрепление, так сказать, идеологического укрепления студентов, направить из ИСТФАКа и МГУ 5 членов партии. Те сказали, у нас и все. И в мире науки, в советское время, Университет Дружбы Народов, это была забегаловка для того, чтобы привлекать международные какие-то, так сказать, круги. Там учились и кому надо, и кому не надо.
по соображениям, так сказать, престижности. И Навальный кончал там. Вот, кончал. Но я не знаю, насколько достоверно, но мои коллеги говорят, что это достоверно. Вот. Корни Навального, свои собственные корни, идут куда-то очень далеко. И он не случайно, так сказать, возникает. И кто-то из элиты его, так сказать, поощряет в этом плане. Мальчик, вот, такой непростой, если не брать. Была зловещая фигура, такая коммунистка-землячка. Вот. Землячка – это псевдоним ее. Конечно, у нее фамилия была сложная, такая, сложная для произношения, русского произношения. Вот. И землячка чем отличилась она? Жестокостью отличилась в Крыму. Вот. Когда врангелевцы их убежали сдаться, вот, и когда они сдались, им гарантировали, так сказать, жизни. Вот. И она руководила, по сути дела, затребовала расстрела всех. Вот. И безжалостным образом, вот правда или нет, но якобы, вот, я вам в ум, так сказать, проверьте, вот, правнук землячки Навальный. Есть фигура, раскручивается, так сказать, параллельно с Навальным. Американцы чем характерны? Они в любой стране устраивают многоходовки. Они устраивают на одного человека, молодого человека, так сказать, с одними убеждениями. То есть одни яйца в одну и ту же корзину не кладут. Они в разные. И соратником Навального при Болотной площади и так далее был некий Удальцов. Корни Удальцов. Оттуда же, вот, это один из помощников, так сказать, землячки, так сказать. И они, Удальцов, за него вступилась КПРФ, поражает его информированность. Он выкидывает те документы, которые в его статусе, он никто, он не может располагать этим. Значит, на него работают службы, и не наши службы работают. Вот. Это фигура подставная. Фигура подставная. Вот. Фигуру раскручиваем. Если кто-то в президенты, так сказать, может, если Путин по отчаянию, так сказать, не выдвинет свою кандидатуру, ну вот, а я за Путина, но за то, чтобы Путин снова еще один поразил нас тем, что сделал бы, вышел на нас с новым Путиным. Новый Путин, ответственный за страну, кончающий, так сказать, все игры мускулами и своими собственными, и за рубежом, так сказать, а заняться делом у нас, у вас здесь, вы знаете сколько, в культуре, в экономике, где бы ни было, работы навал. Одна из моих работ, так сказать, прогноз на этот год, вот, Геракл и Авгиева конюшни, вот, хватит, я вот бью, вот каждой статьей бью в одну точку, хватит нам внешней политики. Давайте займемся делом, давайте займемся делом. Еще вопросы, пожалуйста. Александр Петрович призывает заняться делом. Потому что я думаю, что есть, наверное, какие-то соображения о том, какими делами мы должны заняться. Пожалуйста. Александр Петрович напугал женскую половину, если надо в большинстве. То есть женская половина пока никак не может отойти от прогноза на войну. Но гарантирую вам, при Путине войны не будет. Вот. То, что они ждали. Замечательно. Итак, какими делами, дорогие друзья? Ну вот, я думаю, что вот я могу еще одну зацепочку зацепить Александра Петровича. Он не очень лестно пишет о современной российской интеллигенции. А здесь как раз собралась эта интеллигенция. Может быть, сейчас что-то такое сказать, что они в конце концов начнут вам возражать и что-то скажут? Пожалуйста. Я в этой статье ополчаюсь на интеллигенцию, на ее роль нашей интеллигенции, особенно творческой интеллигенции, которая в советское время была интеллигенция дореволюционная, настоящая, так сказать, от Пушкина идущая интеллигенция. Вот, Пушкин себя интеллигентом не считал. Но в принципе, вот, творческие работники, я не знаю, меня называют интеллигентом, а у меня внутреннее сопротивление.
Льва Михайловича называют интеллигентом. Вот. А у Льва Михайловича, мне кажется, тоже какое-то есть внутреннее сопротивление, потому что чистые интеллигенции – это когда вот человек, так сказать, отрешается от всего, он занимается узко наукой или что-то такое. Вот. То есть здесь, вот у Горького, я в этой статье упоминаю, вот, есть понятие вот, интеллигенция, и фраза Горького, он сам из народа, вот, но пиетет перед интеллигенцией у него был, он сказал, что настоящим интеллигентом может стать человек творческого плана, или который стремится быть интеллигентом, только в третьем поколении. Только в третьем поколении. В первом поколении самородки идут, так сказать, двигать науку там, или что-то такое. Вот. Но они еще с пылу, с жаром, с народными пожеланиями, вот, с путами, которые идут у них от народа. Вот, так сказать. Второе поколение, он родился от человека, который занимается только интеллектуальным трудом. Вот. Ну, например, вот у нас Дмитрий Медведев, Путин у нас, если и интеллигентом его считать, то он первого поколения. Он сам себя сделал. Он из рабочей среды, вот, он и драчун, и все это прочее. А вот Дмитрий Медведев, он из профессорской петербургской семьи. А Петербург вообще заражен бациллой либерализма. А профессура петербургская еще с дореволюционных времен была погрязшая в либерализме, так сказать. Здесь еще надо посмотреть. Но я считаю, что цветом интеллигенции, вот, опорой интеллигенции является интеллигент, который, может быть, и не называет себя громко, я не бьет себя в грудь, я интеллигент, а он работает в библиотеке, он работает, занимается врачебной практикой, он помогает людям, он души людей наставляет. И нигде громко учитель. Моя жена учитель, так, я сам был директором школы, вот и так далее. Я знаю и уважаю труд учителя, вот, и бесценный труд. А сейчас только вновь мы начинаем достоинство учителя, вот, а достоинство сельского врача, например. Сказать, что советский строй и коммунистический идеал в СССР рухнули не только сами по себе, сколько были затоплены морем лести советской интеллигенции. Да, так и было. Извратившей природу и раздевшей практику и так далее. Морем лести советской интеллигенции. Нынешняя российская интеллигенция, она унаследовала эту хромосому лести к властьподержащим, которая тоже может утопить, в конце концов, и нынешнюю, так сказать, Россию. Что касается соцреализма, Горький стоит у истоков соцреализма. 1933 год, первый съезд советских писателей, так сказать, от начала советской интеллигенции, соцреализма в советской интеллигенции. Вот. Но соцреализм постепенно из реализма начал превращаться в социалистическую, извините за выражение, романтику. Это мы начали отступать от правды жизни, как у героя актера Басова, Полотер, он говорит, лакировщики, прорабу жизни, так сказать, залакируют. И залакировались до такой степени, что у нас среди вот, Бубенов был, так сказать, образовалась целая прослойка людей, вот, которые, все произведения которых были не народ, не что, а власть и власть. Потому что за это давались государственные премии и прочее. Можно было как. Сейчас не совсем так. Дело в том, что вот та интеллигенция советская, которая возглавляла советскую власть, она мгновенно в новой ситуации
перекрасилась. То есть пластичность. 180 градусов. Никакой пластической операции не нужно было. Душа сразу развернулась на 180 градусов. И начали выискивать, в чем, так сказать, их обижала советская власть. И если мы возьмем сейчас, так сказать, эту интеллигенцию переходного периода, оправдываясь в том предательстве, они все легли, интеллигенты в новое время, все легли под мешки с золотом, или во всяком случае, начали тут же толстосумов. Многие из них надеялись лечь под мешки с золотом, но оказалось, что мешков-то мало, а остальные остались без всего. Не раз и не два уже Александр Петрович упоминал Льва Михайловича. Я думаю, здесь как раз к месту сейчас дать слово Льву Михайловичу, поскольку речь идет о русской, постсоветской интеллигенции. Лев Михайлович, было бы очень интересно выслушать вашу позицию. Ну, как-то несправедливо. Почему? Ну, во-первых, я, например, не могу даже дать понятие интеллигенции. Это уже интересно. Во-вторых, хочу сказать, что когда что-то над чем-то работаешь, от чего-то отталкиваешься, к чему ты приходишь. В данном вопросе я никогда, честно вам скажу, я никогда не задумывался над тем, кто у нас интеллигент, кто не интеллигент. Я просто знаю, что русская литература, она пророческая, либо она, как говорится, с Богом и с истиной, либо она выполняет какие-то функции, за которые получает определенную мзду. Так было в XIX веке. А особенно все перемешалось, все изменилось с тех пор, когда появились в XVIII веке те же самые, скажем, тайные ордена, тайные, как говорится, союзы. И есть прекрасные уже многочисленные работы о влиянии их, как подпадали под это влияние русские писатели и их тьма тьмущая. Но, повторюсь, очень хорошо сказал Варсонофий, что русская литература пророческая, она ищет истину. И если так без подготовки сказать, я считаю интеллигентом того человека, у кого чистое сердце, здравый ум и желание жить не только для себя, для своих, как говорится, потребностей, а в первую голову для своей России. Вот так бы я ответил. То есть это те, которые держатся все-таки подальше от этой лести, в сторону лести? Ну очень хорошо, как Володя Крупин заметил, я с ним не могу не согласиться. Говорит, ну что же вы жалуетесь, что сейчас писатели в таком состоянии, никто им не помогает, тиражи, значит, там туда-сюда. Вы что должны, то вы и получили. Вы работали на советскую власть, да? В какой там, как бы, роли, это другой вопрос. Но вы писали не литературу, вы писали заказ. И когда власть лишила возможности оплачивать ваш труд, вы остались ни с чем и не прибитые, как говорится, к тому берегу, даже к какому-то твердому, постоянному берегу. Правильно он сказал, я с ним очень согласен. А повторюсь, и в советское время была очень хорошая литература. Достаточно назвать, скажем, там имена Евгения Носова, Валентина Распутина, Василия Ивановича Белова, Лихоносова. Это та литература в советский период, я имею в виду. Я его не чернил, советский период, ни в коем случае. Я жил в нем. И, как говорится, все мы получили, простите меня, все получили высшее образование благодаря, а не вопреки. Но были всякие разные разности, о которых не хотелось бы говорить. Вкратце, если так отвечая на ваш вопрос, так я отвечу. Дорогие друзья, хочется, чтобы вы тоже включились в наш разговор. Я думаю, все-таки, особенно когда речь идет о роли, о месте интеллигенции, те, кто, как правильно, как очень точно и метко заметил Александр Петрович, своей повседневной работой в библиотеках, в школах,
поликлиниках, совершает вот этот свой интеллигентский, ну не знаю, как, может быть, это слово не совсем удачно, потому что само понятие интеллигентский тут очень многозначно. Вот. Ну, то есть исполняет свой долг перед людьми, перед народом. Но в то же время ведь интеллигенты, или, скажем, представители тех профессий, которые вот сейчас мы называем, это ведь граждане. Они не могут быть вне того контекста жизни, с которым постоянно сталкиваются и в быту, и на работе, и хочешь не хочешь, но и в политике. Вот. Как вы думаете, вот Александр Петрович понял этот вопрос в одной из своих статей, а я думаю, что это один из основных вопросов, которыми Александр Петрович озабочен. Как вы думаете, все-таки вот каково место наше с вами, педагогов, врачей, работников сферы культуры, библиотек и так далее? Какова наша роль-то вот сейчас, когда ведь Александр Петрович нам говорит, что ситуация-то очень обостряется, что нам нужно опять, наверное, как-то вспомнить о некоторых своих тех истинах, на которых всегда держалась наша страна. И вот что мы здесь должны делать? Как мы должны себя вести? Как мы должны выстраивать свои отношения с теми, кто лжет, кто ворует, кто профанирует, дискредитирует высокое имя, так сказать, людей, допустим, депутатский статус, статус руководящего работника и прочее. Вот наша с вами позиция в чем должна заключаться? Я не думаю, что это уже моя точка зрения, что наша позиция в том, чтобы куда-то выходить на какие-то митинги. Это мы уже все прошли в нашей истории, и я думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это шаг в никуда, он, так сказать, не приведет к улучшению жизни. Но что-то ведь мы в своей, так сказать, работе, которая всегда связана с людьми, мы ведь что-то должны нести. А что мы должны нести? Вот у меня такой вопрос ко всем вам. Пожалуйста. Я думаю, что вот сейчас ваше мнение, они обогатят Александра Петровича. Ему важно это услышать, для того, чтобы потом превратить это в новые материалы, в новые статьи. Это очень важно. Так что я призываю вас что-то сказать по этому поводу. Пожалуйста. Вы знаете, Да, пожалуйста. я бы хотел сказать, что не как представитель тех профессий, которые назвали. Но у вас не менее значимая профессия. Да. Вы все сказали, может, кто-то не знает. Да. Государственного исторического архива Чувашской республики. Еще. То есть Конечно. мы там маленькая прослойка, которая с точки зрения, вот если мы берем стратификацию профессий, совсем незначительный процент. У нас на всю Чувашу порядка 160 человек. Но мы храним то, без чего ни один уважающий себя народ теоретически не сможет выжить. Мы храним вот нашу с вами историю. Потому что есть такое вот хорошее понятие, которое мне очень нравится, и которое, многие уже используют как забитый термин. Иван, не помнящий родства. К сожалению, если любого из вас или из любого прохожего мы спросим, а помните ли вы своих прапрадедушек? Ведь практически никто не вспомнит, как его зовут. Мы, многие вот из тех, которые еще учатся в университетах или в школах, уже, к сожалению, даже прадедушку не вспомнят. И грехом пополам вспомнят дедушку, потому что когда-то они туда едут, видят летом на каникулах. Но интеллигент, это сугубо высказывает свою точку зрения. Интеллигент – это еще и тот человек, который с уважением относится к собственной истории. Потому что есть... к истории семьи. Не только. Собственная история, это понять, потому что история семьи неразрывно связана с историей республики как составной части, а история республики связана с историей страны. Если мы не уважаем собственную историю страны, вряд ли мы от этого человека дождемся хорошего уважения к собственной истории маленькой, семейной. И обратная прогрессия. Если мы не уважаем собственную историю рода, мы не будем уважать историю страны в целом. Золотые слова, замечательно. Поэтому, с одной стороны, у нас это прецедент, у нас полный читальный зал, когда к нам приходят люди и занимаются родословными.
а с другой стороны это приходят люди, которые уже в предпенсионном или пенсионном возрасте. Это не молодой человек, который пришел и стал заниматься. У нас есть большой дисбаланс между тем, как мы учим студентов и школьников, и тем, что все-таки должны, наверное, они получать. Это вот вопрос об образовании и воспитании. Потому что, к сожалению, система образования, она построена по принципу, когда деньги дают по головам. Вот есть у вас энное количество студентов, вы деньги получите. Я заканчивал, в принципе, Не только студентов, но и школьников. ну и школьников, да. Вот мне повезло, я родился в Советском Союзе, и школу заканчивал, да, в Советском Союзе, а университет уже в 90-е годы Россия. Но в школе давали знания и оценки ставили за знания. А не так, что вот ты поставишь 2, и тебя вызывают на ковер. Почему ты поставил 2? Действует принцип. В университете было примерно так же. Вы имеете в виду учителей, то есть те учителя, Да, учитель которые будет ставят страдать. неудовлетворительные оценки, их за это, так сказать, Конечно. да. А учителя уже настраивают на то, что он не должен поставить 2. Учителя настраивают на то, что он виноват в том, что он не может достучаться. Потому что финансирование идет по головам. А ведь достучаться до всех невозможно, если они этого не хотят. В этом отношении должны работать обе составляющие, а сейчас крайним является только одна сторона, а другая всегда права. Та же самая картина в ВУЗе. Так, минуточку, какие стороны вы имеете в виду? Это, с одной стороны, это учитель, с другой стороны, семья и ребенок. Ведь ребенок видит, как родители относятся к учителю, и он будет, соответственно, относиться. Это вот, опять же, вопрос о том, что уровень доверия к учителям, он есть, а вот уровень уважения к учителю, он маленький. Все сбросили на учителя. У меня сестра уходит в 7 часов на работу и в 7 вечера приходит домой. Это все она отдает такую школа, школа, школа. Но это же не процесс воспитания. Она основную часть времени, которую проводит в школе, тратит на многочисленные По нынешнему отчеты. закону она оказывает услуги. Да. Нет, она еще тратит время на то, чтобы заполнять бесчисленное количество бумажек, а не заниматься образовательным процессом. Конечно, раз она оказывает услуги, значит, она должна отчитываться. То же самое мы берем, если вуз. Нельзя отчислить бюджетника, потому что вам на следующий год дадут меньше денег. Абсолютно. И вы, без обид в отношении многих студентов, даунов, дотягиваете до уровня диплома. А потом этот человек идет и не работает по специальности. И хорошо, что он не работает по той специальности, которую ему дали. Он в лучшем случае торгует, менеджером выступает, где-то еще. Потому что если этот человек, а я скажу по историческому направлению, придет преподавать в школу, он научит такому страшному своих школьников, что потом никто этого не исправит. Ну что ж, огромное спасибо. Я думаю, что здесь еще есть педагоги, да? Есть педагоги здесь? Ну вот картина, в общем-то, понятная, и мы все это знаем. Но что надо изменить к лучшему? Вот, пожалуйста, вот там вот очень красивая блондинка сидит. Вот дайте ей микрофон, пожалуйста. Женя Витальевна. Женя Витальевна, не стоит. Да, ну тем более, да, пожалуйста. Добрый день, очень приятно. Хотелось бы, наверное, сказать, что для того, чтобы и качество образования поднять, и результаты более позитивные, нужно сегодня изменить отношение к учителю. В первую очередь. В чем это должно выразиться? В чем? В зарплате? Это тоже. В Давайте вспомним революционную Россию. В системе оплаты, может быть, вот здесь есть моменты, да, какие-то? Или как? Обязательно, это тоже. Давайте вспомним революционную Россию, так ведь? Отношение к преподавателю, отношение к учителю, к образованию. Ну, наверное, и советская тоже. И советская, но я не затронула, в советское время я еще была школьницей. То есть вы Но отношение к учителю. Вам это ближе совсем традиционно. другое, согласитесь. Вот. И то, что касается сегодня, в каких бы политических условиях мы с вами не работали, не жили, все-таки я считаю, что в первую очередь нужно оставаться человеком с большой буквы, и это самое воспитывать наших детей. Элементарно, вы понимаете, что это общие слова. Вот конкретно как вы думаете, вот какие шаги все-таки, поскольку мы сейчас говорим вот, и о ситуации, которая складывается очень остро вовне, в окружении, так сказать, во внешней политике России,
внутри страны видим, вот Александр Петрович открытым текстом говорит о, так сказать, разладе в элите, о, так сказать, не совсем здоровом характере нашей интеллигенции. То есть очень много того, что вот вызывает тревогу. Вот в отношении все-таки вот положения учителя понятно. Вы сказали, что нужно поднять статус, уровень уважения к учителю. Но вот вы что-то видите из того, что надо изменить в той системе школьного образования, в которой вы находитесь? Вот что-то может какие-то отношения поменять, какие-то, вот как вот это? Что вот на ваш взгляд, вот, как вы себе представляете? Во-первых, по специальности я учитель, да? И хотелось бы сказать, что хочется учительствовать. Вот правильно сказали, не бумагами заниматься, а учительствовать. Значит, освободить учителя от этой... Конечно. Работать с детьми. Вообще, еще я горжусь тем, что учителя истории, мне кажется, это особый разряд учителей, в наших руках огромная сила, согласитесь. Именно через уроки истории, обществознания, краеведения идет воспитание будущего поколения. И очень важно именно то, как учитель истории преподнесет сегодняшнюю ситуацию в стране, в мире. А гаджеты не мешают? Кто? Гаджеты, которые вооружены учениками. Знаете, у меня на уроках не мешают, гаджеты лежат на партах, а мы их иногда используем в целях добычи информации. То есть облегчают даже? Облегчают. Помогают, да. У меня с гаджетами проблем нет, честно скажу. Отлично. Отлично. Более того, вот такое ощущение, что гаджеты как раз и поднимают ценность общения учителя с учеником. Да, даже очень. Когда говоришь, ребята, давайте в интернете найдем нужную информацию по теме, глаза загораются у детей. Связь поколений. В любом случае мы живем в современном мире, и нужно в школе все это... А как с нагрузкой? С часовой? Ну, лично у меня пока все хорошо. Ну, замечательно. Замечательно. Ну, что? Спасибо большое, очень приятно Спасибо вам. бывать в таких кругах, на самом деле, здесь сидят. Очень образованные, интересные. Но вот с точки зрения историка, все-таки, как вы оцениваете перспективы с учетом нынешней ситуации в России? Исторические перспективы. Что должно произойти? Вот у нас сейчас скоро будут выборы. Александр Петрович говорит, что не совсем понятно вообще еще, собственно, в каком статусе, скажем, видимо, она, так сказать, наела в советский период чего-то, вот этой лести слишком много было, в результате прохлопали большую страну, а теперь она вдруг молчит. И имеется в виду та интеллигенция, которая действительно ежедневно занимается вот этой своей очень важной нужной работой, но она молчит. Она молчит, она не может, что ли, сформулировать и высказать свою позицию. Нет, ее просто не слушают. Ее просто не слушают. Ее мнением не интересуются. Вот у врачей, и я не знаю, как поведет себя Васильева, но у Васильевой тоже мне не нравится, извините, я вторгаюсь в школьную тему, мне не нравится категоричность ее определенная. Когда говорит вот на таком уровне человек слишком категорично, вот Трамп приходил сверхкатегорично, так сказать, своими заявлениями, а где его категоричные заявления сейчас? Я не доверяю категоричным заявлениям, но то, что вот творится, и ее спасал Скворцова, вот, ее спасали и говорили, мы видим только, вот, когда она отчитывается позитивно, так сказать, о врачебной деятельности в стране и все прочее, мы не видим ее слез, когда выходит она из кабинета и не принимается ее предложение. То есть сама Скворцова всю систему здравоохранения сломала, ее использовали для слома всей этой системы, вот, для того, чтобы вот то, чем питался, так сказать, народ в селах, врачи, вот это, сломана вся эта система, львиная доля денег загнана в эти родильные центры, оборудованные сверх, но которыми могут пользоваться, опять-таки, очень
очень узкий круг людей. Вы понимаете, показуха. Оказывается, и она плачет, ею манипулирует. И в силу этого, но, Алексей Петрович, вы вот как бы упрекаете спектакля антирелигиозного фактически, глумливого над Христом спектакля вот этого. Вот, а как тормозите вот местные, то есть в Москве такое, вот, она идет, так сказать, Христос как суперзвезда, так сказать, идет, пожалуйста, но этого мало. Им хочется с тем, чтобы все провинциальные театры и так далее начинали вот эти темы, вот. Но руки короткие. Вы слишком, на мой взгляд, интеллигентный и порядочный для того, чтобы вот играть в такие игры. И тем не менее, я вот смотрел на Пермский край, и когда там был Марат Гельман, царил при прежнем губернаторе, который сейчас устраивает свои дела во Франции, сбежал даже из России в бегах, так сказать. Вот, Марат Гельман взрывал всю культуру Пермского края. Вот его первая выставка была, называлась «Русская бедная». Не российская, русская бедная. И вот представьте музей, где старая ржавая корыта, ему приделывают, так сказать, какую-то голову гуся, там и что-то такое. И вот это вот весь хлам был представлен как не просто, как национальное, так сказать, оскорбление, чтобы они добрались до вас. Да, конечно, пожалуйста. Я, знаете, хотел следующую реплику высказать. Вот сейчас я занимаюсь Макарием Невским, митрополит Московский, Коломенский. 50 лет человек прослужил на Алтае миссионером, пройдя путь от рядового миссионера до архиепископа Омского. И трудом своим превратил огромную страну под названием Алтай, языческую страну, привел к христианству. Не было, как пишет современник, ни одного ущелья, ни одной реки, ни одного аила, где бы не побывал этот человек. И вы представьте, вот такой добрый, как говорится, народ, недалекий, скажем, там, ну, исполняющий то, к чему его пригоден, кочевники в основном там были, да? И вот надо было с этим человеком, а все население Алтая, так сказать, не десятком единиц исчислялось. Сколько же надо было потратить энергии, я сейчас вот думаю, на то, чтобы объяснить человеку о создании возникновения мира, о появлении Спасителя на земле, о распятии его, всю историю христианства, прежде чем убедить его и поставить, как говорится, можно так сказать. И вот этот человек, понимая, что какие задачи должны быть при этом выполнены, он их ставил и выполнял. Он понимал, что русский язык для них в церковном служении непонятен. И он решает, ну, для него еще тоже другой человек, тоже миссионер, и тоже Макарий, но Глухарев, стал переводить службы на алтайский язык. Он перевел Евангелие, ну, все богослужебные книги. Это его заслуга. Он открыл сотни народных школ для детей. Он открыл десятки, если не сотни духовных училищ, семинарий, с тем, чтобы там могли получать образование вот эти самые люди, с которыми он общается. И когда он уезжал из Алтая, Алтай плакал, а пригласил его с Алтая государь Николай II с тем, что прекрасно осознавая, что в центральной части России происходит страшнее чего не придумать,
то самое общество, хотите, как хотите, называйте его интеллигенцией, русское общество разлагалось в безверии своем. Трагедия России, ведь то, что происходило в те далекие времена, с 1905 года по 1918 год, это один к одному то, что происходит сейчас. И мы об этом просто сейчас, может быть, не всегда задумываемся. Но когда вот сравниваешь невольно, работаешь над документами того времени и смотришь на то, что сейчас происходит, поражаешься. Как же так может быть такая цикличность в истории России? А трагедия России лично России в чем заключалась? Да в том, что царствующий дом становился прозападным, что всем государь, как помазанник Божий, всеми, даже в царствующем роде, он не воспринимался как помазанник Божий. И хотели, тут нельзя очернять, люди, может быть, хотели и лучшего, но они забывали о том, что они нарушают ту структуру, которая существует уже в течение, там, скажем, тысячелетий, сохраняет Россию как таковую, как целостную общность. Не решены были вопросы с армией, не решены были вопросы, значит, с церковью, с крестьянством. Общество развивалось как бы само по себе и опережало действия тех людей, которые должны были решать эти вопросы. Разрешение их шло с замедлением. И отсюда произошел тот самый взрыв, те же, скажем, олигархи, назовем их так, по-нынешнему, они, может быть, хотели даже и хорошего, но в тоне они мечтали о том, чтобы решать какие-то вопросы государственные, а им не давали, они занимались только там, скажем, своими делами. И вот этот нарыв, он в конечном итоге устранили Ивана Грозного. Почему обрезали все его, как говорится, всех его потомков, так или иначе все ушли не по своей воле. И вот приходит к власти, наступает смута, приходит к власти Романовы, простите меня, документы говорят о том, что это все-таки прозападный род. Какую функцию несла вот эта вот семья Романовых в истории России? Вот и давайте посмотрим просто по тем событиям, которые происходили. При Алексее Михайловиче Никоновский раскол. Тот самый раскол, который единую, люди в сословиях были различны, каждый выполнял свою функцию. Это были крестьяне, землепашцы, труженики, да? Но это была единая, мощная, как бы, структура, вот оно, государство. И по нему ударили и раскололи надвое. Раскол при Никоне – это событие пострашнее переворота 17 года. Единое в своем, как бы, могуществе государство было расколото надвое. И этот раскол, и, как сказать, недоверие друг к другу прослеживается по всему периоду дальнейшего развития. И недаром староверы, простите меня, ведь они тоже негативную роль сыграли в свержении, как бы, с монархии в России. Сколько купцов, старобрядцев вкладывало деньги в то, чтобы разрушить монархию. При Петре I Россия раздвоилась. То есть уже идеологически, нравственно, так сказать, аристократия, тесно связанная уже разными делами, как бы, с Европой, начинает изменять свои вере. И только единственная низшее сословие, крестьянство, остается консервативным и сохраняет свою преданность старой вере до периода, скажем, переворота февральских событий 17 года. Что у нас там следующий век? В 19 век восстание декабристов, этих многострадальцев, как мы привыкли, которые в Сибири там с женами в карты играли. Простите меня, но история есть история. Так вот, это первая попытка, официальная попытка свергнуть монархию. И как бы мы ни относились к Николаю II, у меня всегда возникает вопрос, а почему произошло при Николае